Поэтому я очень признательна и рада. И позвольте начать нашу презентацию нашего социального проекта «Казахстанские семьи 2019». В 17 регионах, 15 супервайзеров работали. И я хочу сразу отметить, что бюджет был ограничен для такого масштабного исследования. Следовательно, профессиональный социолог мало соглашался участвовать в нашем проекте, прямо открыто скажем, да. И мы, всего 3 было профессиональных социолога, остальные это были лидеры женских НПО, социальных НПО. И благодаря их просто энтузиазму и очень такому гражданскому активизму, да, их позиции гражданской, нам удалось качественно освоить и выполнить это поле. Поле мы тоже выполнили ускоренно, но по условиям, как бы, да, можно до 2 месяцев находиться в поле, но мы поле, я считаю, вообще за месяц. Хочу поделиться своим опытом. Я проводила фокус-группы в городе Алматы, 4 фокус-группы. Вот у нас часть наших гостей, вот Леночка, да, вот вы, я не сильно сразу запомнила, Анна, да, Козлова, участвует в наших фокус-групповых дискуссиях. И на самом деле мы можем говорить о кризисе доверия в обществе и так дальше, но наши фокус-группы показали заинтересованность, активность. Наши фокус-группы в Алматы вообще были переполнены. И потом, после окончания уже диктофонной записи, подходили, еще говорили, еще вот это учтите, пожалуйста, пусть для многодетных мам организуют курс английского языка, пусть по программе «Бахтот» по случаю вот это обстоятельство и так дальше. То есть вот наше исследование, оно уже порождало доверие у наших граждан, наших сограждан, у населения. И поэтому мы считаем, что нужны такие дискуссионные площадки, их должно быть много, по принципу коворкингов, да? То есть такие публичные площадки. И пусть все собираются и обсуждают, и говорят. То есть уровень доверия таким образом будет возрастать. И такими площадками могут быть это те же школы, куда можно будет приглашать родителей для дискуссий, для бесед не только по оценке их детей, по успешности, неуспешности, и только для того, чтобы кого-то там пристегнить и так дальше, или собрать там в школьный фонд деньги, а именно собрать для такого доверительного, открытого общения, для обсуждения, даже для родителей можно любую тему предложить, да, вот политика современного Казахстана, да, или там событие какое-то в Индии произошло, и можно просто эту тему предложить всем для обсуждения. Это может быть темы, культурные темы даже, скажем, да, не только политика, это социальные могут быть такие